Очень давно мы не показывали в своих программах стол находок. У нас скопилось довольно много вещей и, наверное, вещи, которые стоит показать. Ну, начнем, наверное, как обычно, с документов. Свидетельство комациста, талон номер 1, номер 2, справки, талон предупреждения. И все это принадлежит Соколову Олегу Григорьевичу, который работает, судя по документам, в 4-й автоколонне. Так, 4-я автоколонна, Соколов Олег Григорьевич. Выписка из решения Нюрнбергенский. Ну, это вот выписка из развода. Выписка из развод между Гайфуллиным Хамитом и Мариной Юрьевной Гайфуллиной. Расторжение брака. Если вас интересует документ, находится у нас в студии. Водительское удостоверение. Хрякин Николай Борисович. Проживает в поселке Беркакит. Тоже у нас в студии находится. Ну вот паспорта пошли. Фетшин Олег Владимирович. 63-й год рождения. Следующий паспорт. Аксарина Ольга Анатольевна. Довольно давно у нас находится. Наверное, Ольга Анатольевна 62-го года рождения находится в отпуске. Ну, может, знакомые есть. Пускай подойдут, заберут. Еще один паспорт. Карих Дмитрий Геннадьевич, 72-й год рождения. Вот совсем молодой человек, который приехал сюда к нам из поселка Алдан. Может быть, у него есть родственники или знакомые. Вот, напоминаю, Карих Дмитрий Геннадьевич. Паспорт находится в студии. Вот, сберегательная книжка. Яценко Елена Ивановна. Еще один паспорт. Бондаренко Геннадий Васильевич. Бондаренко Геннадий Васильевич. 49-й год рождения, уроженец города Новосибирска. Паспорт находится в студии. Свидетельство на право льготы. Но нужно полагать, что афганец. Это Лычарев Александр Витальевич. Тут неразборчиво написано. По-моему, да, Лычарев Александр Витальевич. Свидетельство права на льготы находится у нас в студии. Ну, наверное, с документами у нас все. Более крупные вещи пошли. Вот такой дипломат, значит, с числовым замком, взломанным, кстати, принесли там, тут были документы, находились, и вот протокол осмотра проверки технического транспорта и схема происшествия. Ну, наверное, человек связан с ГАИ, который владелец этого дипломата с автоматическим замком. Так что может подойти к нам в студию и забрать, если его интересует. Женская сумочка, довольно оригинальная, очень красивая сумочка. Тоже тут находились документы, находится у нас в студии, принесли, вот оставили в такси. И еще у нас находится вот такой вот саквояж, я не буду показывать, что в нем находится, такая дорожная сумка, тут пол гардероба вещей, наверное, в наше время это большая ценность, тоже оставили в такси. Находится еще у нас также детская коляска, которую мы показывать вам не будем, если кого интересует, она может подойти, складная детская коляска, возможно, ребенок уже пойдет в школу скоро, поэтому она не нужна. Ну и вот приносили нам, значит, много денег, тысячи приносили документы, а вот автомобиля не было. Ну нет его и на сей раз, просто вот небольшой атрибут автомобиля. Человек получил вот такой-то номер и просто где-то его оставил. Владелец вот этого номера, если вы разыскиваете свои номера, они находятся у нас в студии. Ж8615 Як. Вот все, что связано со столом находок. А в окончании нашей программы мы предлагаем вам небольшую рекламу коммерческого магазина при малом предприятии «Арабелла». До свидания. Уважаемые нюрнбергенцы и гости нашего города, магазин «Юность» малого предприятия «Арабелла», расположенный по адресу проспект Дружбы народов, дом номер 1, бывшее здание кафе «Юности», предлагает вашему вниманию следующие товары. Если вас заинтересовала наша информация, приглашаем вас в наш магазин за покупками. Режим работы магазина. Мы работаем с 11 часов до 19. Перерыв с 14 до 15. Выходной понедельник.